2020 года, когда вся страна переживала пандемию и люди сидели в четырех стенах, многие якутяне до сих пор не оправились. Взять истории жителей города Якутска. Как вот началась эта пандемия, да, и я почему-то сразу заболела вот этой коронавирусом и даже лежала в этом обсерваторе. Вот. И потом, значит, и дочка у меня не стала работать тоже из-за этого коронавируса. Она была ИП, у нее двое детей. Одна дочка была студенткой, а мальчик, он учился в начальной школе. И вот она не стала работать, и все, и мы как-то сели в лужу. За 2 года Лидия Григорьевна задолжала управляющей компании около 120 тысяч рублей. Из них пени насчитывается 10 тысяч. Управляющая компания провела реструктуризацию и заключила договор с тогда еще работавшей дочерью, чтобы семья ежемесячно оплачивала 20 тысяч на закрытие долга. Во время подготовки материала к ветерану труда пришел электрик и пообещал отключить свет до конца недели, если они не расплатятся. Вчера к нам из-за нашей задолженности пришел электрик и сказал, что его отправили в управляющую компанию, чтобы нам отключили свет. Хотя я за свет плачу регулярно, у меня нет долгов по свету. Потом, значит, я позвонила в управляющую компанию, там финансовый директор, сказали, с ней надо связаться. Короче, это финансовый директор, она мне сказала, я у нее просила, говорю, этот договор, говорю, на меня перепишите, пожалуйста. И это она ни в какую, она сказала, полностью платите и все. Финансовый директор предложила ветерану труда взять кредит. Кредит семья взяла под высокие проценты. Без света жить невозможно. Сейчас в онлайне не только управляющая компания, но и учеба внуков. В управляющую компанию на прием попасть очень сложно. 2-й год офис закрыт. Связь с внешним миром через телефон и электронную почту. Губинская около но man перерасчетом от тураром ходил уже халангаравала. Курукаллем да карантин жен. Хабулахтра. Телефон ол кахандал баттерни. Телефон да это хурлантра. Вот тут бирчи халадлентра. Например, тут биркан такаллахана уже хеттискерла жентурар было. Он нук ухатан хел. А хефа тох проблема ла хата и был Губинская округ. Тох тариф патагар проблема ла. Хата хубли тариф. Тариф подбихена иккереке пропискала. Оно элбаккехинен ла жава. Мена олдия, например, пропискам хох. Только мина паролдия хурла хата. Мена район тахача, на район малро. Оно постоянно бихе уже он тахача там таканы долюет. Оно тут объяснять делали эти. Это вендики ми дакаян кассалик пиндеми. Биги районга ларабут хату улуска аны манна коловра хайын келебет боллагадит но желаппит манна хатан кыйын келе тук бухарсы төһөнү дөл вактак бити кахы дөл вактак бити тариф кахы за что платим и вообще билбеппит уже 2 жыл болду. Бу мен коловра каникулга келе хаджабын билем биреметигер билин келеме манна тоңсуятатын биги манна келен турдакпытна өссө бир хастак чөче келен тоңсуятата өссө бир чөче келен тоңсуятата эми бары кумахалактар тоокка төлүлөрүн кахы төлүлөрүн билбеттер бары билатылар барда катааннак тоңсуянда аны кийилбет. Нам все же на 3-й день удалось попасть к директору управляющей компании, и мы смогли получить комментарий. Так, ситуация с Лидией Григорьевной. Получается, во время карантина, в 2020 году, год назад, в сентябре, между нами и дочерью Лидии Григорьевны был заключен договор обязательства о погашении долга. В течение 4 месяцев, получается, до конца декабря 2020 года. Из-за того, что обязательства не были выполнены со стороны жильцов, договор был расторгнут, и получается с апреля 2021 года по сегодняшний день начислялись пени. На сегодняшний день долг составляет около 120 тысяч рублей. Хорошо, тогда, получается, вы заключали договор с дочерью, в то время как собственником является Лидия Григорьевна. Да, дочь прописана в этой квартире, она, в принципе, имеет, наверное, право представлять интересы своей матери. И тем более человек пожилой, и было сказано, что ему сложно будет прийти к нам в офис. Так Лидия Григорьевна к вам подходила в офис и просила
реструктуризировать, получается, долг, да, как собственник, владелец этой квартиры, на меньшую сумму, и объясняла ситуацию в том, что ее дочь во время пандемии осталась без работы, и у нее, получается, уже пожилой женщины 3 иждивенца. Двое детей, дочь на иждивении. И получается, из-за пенсии она не может, единственный источник дохода является ее пенсия, и она не может оплатить 20 тысяч. Просила сократить до 10 тысяч, чтобы разбить, получается, на год и 10 тысяч платить. Почему такой расклад вам не подошел? Получается, договор был уже заключен, на самом деле, и из-за того, что обязательства на самом деле это было год назад, и жильцы все равно обязаны оплачивать за коммунальные услуги, и реструктуризацию уже провели, на самом деле, уже договор был составлен на 20 400 рублей в месяц. Жилец был согласен на эту сумму, и я не знаю, почему вдруг так произошло, что они хотели изменить условия договора. Так, и Лидия Григорьевна сказала, что к ней приходил электрик. Потом выяснилось, что это был не электрик. А кто это был? Если в 2021 году, то это был наш подрядчик по работе с долгами. Подрядчик по работе с долгами. Это не коллектор, получается? Нет. Так. Кто такой коллектор? Коллектор — это те люди, которые выкупают долг, да, и потом уже выбивают деньги. Наши подрядчики так не работают. Они уведомляют, обзванивают, напоминают. В крайнем случае отключают электроэнергию. Как в нашем случае. Видимо. Во время подготовки материала Лидия Григорьевна не раз повторяла фразу «отгородились от людей». Отгородились от людей или просто забыли, что каждый из нас может попасть в подобную ситуацию, остаться без работы, без средств к существованию, и в один прекрасный день с управляющей компанией придет человек, и под угрозой отключения света вы вынуждены будете взять кредит под высокие проценты. Мы просим надзирающие органы дать правовую оценку действиям управляющей компании.